Привет, пацаны! Сегодня хочу показать вам самый такой набитый, красивый дискаунтовый магазин, где все есть для души. Что для души пожелать. У нас там в горах снег идет. Так, сейчас поставим на стоянку велосипед. Так, закроем. Как всегда, надо одеть маску. Без маски нельзя. Это очень молодежный магазин. Тут все товары есть. Брендовые товары, обычные товары. Называется Мегадонки. С 9 до 12 ночи работает. И есть парковка Times платная. Ну, велосипед тут бесплатный, а машина, если заезжаете, она будет платная. Я не знаю, короче, там надо смотреть. Так как внутри снимать очень проблемно, есть места, где нельзя снимать камерой, поэтому я буду снимать широкоформатной. Так что в некоторых местах она будет в аду, понимаете, там 360 градусов. Ну что, пошли. Все, вперед, ребята. Буду снимать. Где что, я буду на айфоне тоже снимать. Так, значит, здесь телефонная компания AU, она предлагает это перейти из другой компании, приглашает, короче. Сейчас стоянку я вам покажу. Здесь так. Ну что, обычная стоянка. Заезжаете, берете талончик, при выходе оплачиваете. Такая навесная стоянка. Значит, 60 минут бесплатно. Если сделаете покупку на $10, то 2 часа бесплатно. Поняли, да? Значит, можно заезжать, спокойно ставить. И если вы просто приехали посмотреть, ничего страшного, можете час целый ходить, гулять. Ну что, поднимаемся. Начнем с 3-го этажа. Смотрите, было какие товары. Скидки. Wi-Fi ないかな。
Значит, это этаж электроники. Сразу телевизоры, громкоговорители, прожекторы. Тут надо руки обработать. Это датчики, если вдруг вы товар не оплатите, то они запипикают. Тут брендовые магазины, Коччи. Ну, короче, здесь косметика, масметика, все. Все для женщин, для мужчин. Здесь можно попробовать. Вот. Духи, вот, пожалуйста, здесь выставлены, а эти открытые можно побрызгать. Часы. Ну, моя слабость — это часы, конечно. Моя слабость — это часы дизель. Сейко. У меня в основном Сейко, дизель и Франк Мюллер. Это обычные будильники. Ну, последнее время этот Watch, да, для айфона, чтоб на пару. Тут костюмы. Ну, для старшеклассниц, там, видите, какие формы там разные, красивые. Можно так одеться, так одеться. Здесь спортивные товары, уже серьезные. Портмоне, дизель, смотрите. По $100 ведь начинается все. Тут рюкзаки брендовые, тоже дизель. Обычный рюкзак $14. Автомат можно купить. Однорукого бандита дома поставить и играть. Тут вообще игрушки, сумочки, кошельки. Все красиво прям оформлено. Мамочки приходят. Мамочки. Тут тепло. Тут все для спорта, протеины, гантели. Такая. Прям загляденье заходи. Для спорта, видите, матрасы. Качаться можно, ноги крутить. Тут для детей. Вот, смотрите, даже рогатка есть. Натянул ее. Чух. Бадминтон, ракетки. Мячи футбольные здесь. Одежда обычная. Ну, тут уже гачи-гачи это. Знаете, да? Так. И тут уже такие вещи, понимаете, для путешествия, чемоданы, сумочки, рюкзаки. Пожалуйста. Здесь уже одежда идет, носки, шапочки, да? Вот чемоданы. Да, они легкие, удобные очень. От $100. Ну, это $100 будет, там по $70. Кепки. Тут уже теплая одежда, так как зима. Здесь школьные принадлежности, ручки. Вообще выбор, я прям, смотрите, какие цвета здесь. Обычная ручка. Но, насколько я знаю, я в Кыргызстане был, там только можно пользоваться синей ручкой. Остальные ручки не признают, черные тоже не признают. Тут постельные принадлежности. Ну, тут
штампы, канцелярия. Эти постельные, эти все. Смотрите, футоны, матрасы, диванчики, кресла. Ну да, колготки. Спортом занимаются массажеры. Ну это поймут взрослые, не поймут, детям нельзя смотреть. И есть специальная зона для старших. Здесь младше 18 лет нельзя заходить. Ну так мы мельком зайдем, посмотрим. Я не буду все выкладывать. Ну типа секс-шопа, короче, здесь. Прям так и написано. Здесь уже автомобильные запчасти идут. Для мотоциклов, каски, маски. Это смазочные материалы, масло для автомобиля, для двигателя. Здесь сиденья, коврики, моврики, все. Пылесосы уже для дома, пылесосы. Говорю, все так компактно устроено, обустроено. Вот рисоварки, термоядки, стиралки. Все прям невозможно. Все, вот он. Так это уже на второй этаж вниз пойдет. Мне надо это посмотреть. Из батарейки. Так. Здесь аппаратура. Мышки для компьютера, наушники, фотоаппараты, батарейки, кондиционеры даже продаются, видите какие. А еще хочу я отличную вещь показать. У меня вот такая вещь есть. В постель ложишься, ее постель холодная же, ее включишь, она, а это оказывается для ног, для обуви, видите? Это сушить. После дождя это обувь сушить. А есть специальные, прям сейчас, может быть, здесь нет. Вот они. Вот они, видите? И вот прям в постель засунешь, она 5 минут, и постель, блин, внутри этот Ташкент, короче. Очень удобно. Вот. Холодная, 5 минут, и постель внутри будет обогреваться. Поняли, да? На 2 человека, если вдвоем спить. Ну что, идем дальше, ребят. Спускаемся на второй этаж. Тут все под японский стиль красиво оформлено, видим. Фонарики. Тут продукты идут уже. Стиральные порошки. И там продукты. А тут еще и одежда есть. Для стирки стиральные порошки. В 3 раза больше. 3 комплекта, не комплекта, 3 тройной, короче, идет, чем одинарный покупать. Ну тут обычные продукты. Доширак. Носки теплые зимой, чтобы одевать. Косметика. Так, вот мне вот сюда надо.
У меня хочу iPhone, камеру здесь, вот, чтобы не поцарапать. Хочу линзу. Вот такую линзу хочу купить. Не линза, черный, блин. Хотелось бы светлого, конечно. Так, ладно, потом подойдем, посмотрим. Так, это все телефонные чехлы все здесь. Здесь ароматные какие-то кремы здесь для зарядки телефон. Знаете, какие кремы, блин, для рук, для лица. Косметика здесь. Все для рук. Тут кто пользуется контактными линзами, жидкости, глаза там прополаскивать, линзы располаскивать. Тут этот лейкопластырь, я так понял, но это ногти стричь, уши чистить, ногти стричь. Косметика. Кремы для губ тоже, да? Вазелины для губ. Это краски для волос. И тут лекарства. Глазные капли. Я постоянно своим друзьям вожу. Пока границы закрыты, поэтому нет у нас. Это уже лекарство. Это лекарство, аптека. Тут врач, если у него можно спросить, аллергия будет, не будет. Ну и мыльные, мыло. Какие-то зубные пасты тоже. Вот отличная вещь, зубная паста японская. Чтобы там что? А там это кухонные принадлежности, ванные. Пожалуйста. Полотенце. Вот рекламируют. Ножи. Точилка ножей. Тут кастрюли. Тут, пожалуйста, сковородки. Любой на вкус и цвет. Ну, в зависимости от фирмы. А тут вообще изобилие, смотрите. Для кухни. Короче, рай здесь. Ножи — это тоже моя слабость. Люблю я японские ножи. Так, термосы. Ну, это продуктовый. Сейчас пойдем, просмотрим. Ну и, конечно, виски, да? Слабость. 4 литра стоит $32. Вот вам. Чтоб каждый раз не бегать за литровкой. 5 литров возьмите и балдейте, блин. Так, виноводочные. О, Смирнов здесь. Водка. Вилкинсон. Джин. Джин тут. Ой, выбора очень много. Короче. Ну, как оформлено все. Ну и закусочки. Сухофрукты. Минералка. Виски, миски. Тут саке. Тут пиво идет, алкоголь. В коробках. Ну да, пива выбор очень много, и безалкогольных очень много здесь. Чего только нет у меня.
Холодильник с мороженым. Тут сладости, доширак. Тут замороженные продукты, полуфабрикаты. Тут свежие, смотрите, продукты, капуста. Это называется корейская капуста, да? Получается. Корейская капуста, грибы, морковка, огурец, перец, лук, бананы и апельсины. Ну тут, как всегда, онигири. Здесь замороженная курица. Смотрите, можно духовку тайская. Килограмм 700 грамм стоит $14. Тут хлеб идет. Самый вкусный хлеб вот. Из высшего сорта 6 нарезанных. Во рту тает прям. Кто был в Японии, знает. Ну, я в основном покупаю вот такие французские батончики. Вот. Пакетто называется. Ну, вот ее жуешь, чувствуется, что хлеб. Варенье. Чайные эти. Как их? Ну, чайные напитки, сухие порошки. Ну, тут уже мир начался, видите, кофе растворимое. Масло, маргарины, молоко. Тоже полуфабрикаты, пиццы, сыры, йогурты. Ну и сладости, соки разные. Такой выбор, да, шикарный. Обычные соки, капис. Ну и соседи, эти сосиски, ветчина. Так, ну что, идем дальше. Лестница, да, красиво оформлена, ступеньки. Молодцы японцы, стараются каждое пространство использовать для рекламы. Вроде обычная лестница, а вот поднимаешься. Здесь 3-й этаж написан. Ну все, я вроде все показал, заснял. Идем на выход. Будем спускаться по лестнице. Это работник, видите, с первого этажа сюда таскает. Поднимались мы по лифту, а вот лестничная площадка тоже так красиво оформлена. В чисто японском стиле. Это юката он отделывает, наверное, какой-то, как он называется, этот, рекламирует, наверное, брендовое лицо Дон Кихота. Видите, игрушка. Что это? Заяц, тануки или... Это, наверное, пингвин, я так понял, да? Пингвин на барабане играет. Облака. Это похожие прям, как будто киргизские орнаменты. Там подвал идет, наверное, туалет. Туалет, наверное, в подвале или еще стоянка. Ну все, ребята, выходим. Мегадомки. 2-й, 3-й этаж, туалеты есть. Тут все расписано, где какие товары. Тут, пожалуйста. А тут на 1-м этаже велосипедные продаются. Тоже можно зайти купить. А, これ? あ、Uモバイルか。あ、そうなんですよ。1個聞いてるんですけど、鳥さん今どこで使ってるんですか？いや、まだ使ってない。俺 au だけ。お、au だけ。うん。かっこいい携帯使ってますね。今はじゃあ au で契約されてます？そうそうそう、au。なるほどなるほど。でもさ、U モバイル入ろうと思ったらな、5ギガかな、12ギガ必要になる。これ iPhone だからな。足りないって。だから普通にはまだあれ使ってる。
なんだっけ、ガラケー。ガラケーあれじゃあこっちは何で使ってるんですか？これ使ってる？ au でもう一個の方も回線契約されてるんですか？使ってない、まだ考えてる。高いよ。来るどまあまた来るからな。必要になったら来るよ。待ってください、ご主人これなんですけどうん、回線契約されてないんですよ。あ、これご主 Wi-Fi 人出身どこなんですか？これ Wi-Fi で使ってる。これ Wi-Fi で、あれは普通。ああ、なるほどなるほど、これなんですけど今なんとしてこれキャンペーンやってて、これ今回線契約いただくと、普通の時よりお得に使えちゃうんですよ。毎月いくら？毎月はね、毎月もご主人に会うの今提案するんですけど、じゃなくてなんかポイントとか携帯もらえたりして、その最初の手数料が安くなるみたいな、それだけちょっと見てください。いや、まあ今時間ないですよ。今度時間ないですか？これねほんまにすぐ終わるんで来てください。いやいや、もう時間ない、本当に。また今度来るから、明日来るから。ほんまに、これほんまです。だから僕 au の方なんで、普通に親切に、別になんか契約させようとかじゃなくて、親切にお得な方を案内するんで、ちょっとだけ来てください。わかりました. Приглашать. Мата, на. Приглашать. Видите, молодцы. Блин, он так четко все объясняет и зазывает меня. Давай, говорит, сейчас, говорит, на этот телефон мы поставим интернет. Ну, я уже знаю, я изучал. Мне пока хватает Wi-Fi. Так, ну что, ребята, я закругляюсь. Обзор я сделал. Так, как смонтирую, закину. Всем пока, берегите себя.